студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите текущую эпидобстановку в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 77 случаями новой коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. Среди них заболевших детей 28 ребятишек. Из 49 взрослых непривитых 47 человек, 97%. В стационарах получают у нас сегодня лечение 963 пациента. В состоянии средней тяжести 869 человек. В тяжелом состоянии 94. Из них 97%, а именно 91 пациент не имеют вакцинации. За жизнь людей 26 крайне тяжелых больных сегодня в реанимациях находятся, борются наши врачи за жизнь. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наиболее напряженной ситуацией у нас является ситуация по заболеванию в Нерюнгринском, Хангаласском, Сундарском, Улусах. Вновь появились случаи в Аймиконском, Среднеколымском и Устьянских Улусах. Все они находятся под контролем. Продолжается вакцинальная кампания на территории республики. Первым компонентом у нас привито 71,6% от взрослого населения республики. В 4 районах республики вакцинация выше 90%. Это Алайховский, Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский. Свыше 80% в Абыйском, Жиганском, Ленском. В городе Якутске привито 75% взрослого населения. Меньше 60% взрослого населения привито в Чурапчинском улусе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы все готовимся к новогодним праздникам. Мы сегодня в торговых центрах республики, где бы мы ни жили, в городе или в небольших населенных пунктах, безусловно, достаточно много посетителей, которые готовятся к встрече Нового года. В связи с чем обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, так же, как и предприниматели, на необходимость соблюдения требований по предъявлению и проверке QR-кодов на территории нашей республики. В данной ситуации необходимо обратить внимание на то, что главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым подписан план по противодействию нового вируса, нового штамма вируса омикрон. Он подписан непосредственно с учетом начала отслеживания всех прибывающих из неблагополучных стран, соответствующая деятельность Управления Роспотребнадзором по республике осуществляет, в связи с чем, соответственно, сегодня ситуация находится на полном контроле. Учреждения здравоохранения готовы, в том числе для работы с любым вирусом на территории республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, еще раз обращаю внимание на начало, в том числе, корпоративных праздников, утренников, в связи с чем в наших школах, чем обращаю внимание на необходимость продолжения работы как по дезинфекции помещений, так и по соблюдению всех требований санитарно-эпидемиологического характера. Спасибо, Ольга Валерьевна. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот основные темы к этому часу. Учеба в холода. Сегодня в нескольких районах Якутии объявлен актированный день. В режиме повышенной готовности жители Амгинского района провели работы по размораживанию трасс. Экономист-односельчанин в Хангаласском районе впервые провели научно-практическую конференцию «Борисовские чтения». Сегодня в школах нескольких районов республики объявлен актированный день в связи с низкими температурами. С 1 по 11 классы не учатся в селе Хану Момского района. Там зафиксирована температура минус 52 градуса. В Аймиконском районе полностью приостановлены школьные занятия в селе Ючугей для 1-9 классов, в селах Тирють и Аймикон. С 1 по 8 классы переведены на дистанционное обучение в Чурапчинском районе и на слегах Ленского района. Также с 1 по 5 классы не учатся в школах Верхоянского, Хангаласского, Амгинского и Намского районов. Кроме того, актированный день в зависимости от температуры по населенным пунктам объявлен в 9 районах республики.
19 декабря в связи с отключением электроэнергии в заречных районах в Амгинском районе был введен режим повышенной готовности. В селе Битюнь в одной из котельных Наслега в результате поломки резервного источника питания произошла аварийная остановка насосов. Из-за этого в нескольких домах были случаи промерзания труб от магистральной линии до частных секторов. Силами аварийно-диспетчерской службы Амгинского района и мобилизации местного населения были проведены работы по размораживанию трасс. На данный момент все неполадки устранены, котельные работают в штатном режиме. Со вчерашнего дня было обмораживание от теплотрассы частных домов, это 15. Из них остался один дом. Все дома уже теплые, совместно с филиалом ГОП-ЖКХ. Вчера ночью оперативно приехали аварийные группы ЖКХ и мобилизационные от Наслега работали. Новые дизельные электростанции намерены приобрести для нужд Амгинского и Чурапчинского районов после аварии на линии электропередачи. Такое поручение дал первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. Также он попросил Якутскэнерго до конца месяца внести предложение по решению задачи и рассмотреть вопрос приобретения новых электростанций для нужд этих районов. Напомним, 18 декабря на линии Майя-Чурапча произошла авария. Причиной стало натяжение провода и касание изоляции на опорах в 51 километре от села Майя. Учебный процесс для учащихся школы номер 1 с марта будущего года начнется в бывшем здании кооперативного техникума. Сейчас там идет большая ремонтная работа. Реконструкцией здания занимается строительная бригада подрядной организации «Оптимастрой». В данное время выполнено 45% запланированных работ. Параллельно с ремонтом завершаются работы по проектно-сметной документации. Для реконструкции здания по современным требованиям из республиканского бюджета выделено 70 миллионов рублей. Сдать здание под ключ подрядная организация должна в феврале 2022 года. В конце октября месяца уже была минусовая температура. Нам надо было прогреть здание, запустить отопление. В общем, мы это преодолели. В здании тепло, люди работают. Все меняется в лучшую сторону, конечно. Новая система отопления, новая система вентиляции. Сделали тут свою столовую на первом этаже. Потом спланировали новые раздевалки с туалетами, с душевыми в спортзале. Заменили окна на современные. Объем переработки древесины в республике увеличился за 10 месяцев этого года на 9%. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил глава министерства Максим Терещенко. Он подчеркнул, что республика заинтересована в развитии лесопромышленного комплекса, прежде всего в части переработки древесины. Повысить эффективность этой отрасли может сотрудничество с инвесторами. Так, реструктуризированные долговые обязательства Витебской лесной компании в результате предприятие нарастило объем производства по лесозаготовке в 3 раза. Также подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. А в селе Булгуняхтах Хангаласского района впервые провели научно-практическую конференцию «Борисовские чтения» в целях увековечивания памяти Афанасия Борисова, отличника финансовой службы, который внес вклад в установление северных надбавок для жителей Крайнего Севера. Подробнее о мероприятии расскажет Виолетта Засимова. Экономист Борисов. Так называют жители села Булгуняхтах своего односельчанина Афанасия Борисова, которому в этом году должно было исполниться 100 лет. О его заслугах начали говорить совсем недавно. Как оказалось, в годы работы в аппарате Минфина Якутской ССР Афанасий Борисов неоднократно обращался в центральные органы об упорядочении северных надбавок и льгот, о распространении их на коренных жителей Крайнего Севера. Принимал участие в разработке закона по данному вопросу. Вы знаете, вообще это стало известно даже не так давно его семье. Он, оказывается, не рассказывал внукам, детям своим особо не рассказывал о своем таком достижении. И вот это вот начало только изучаться, популяризироваться. В знак признательности за его заслуги в Булгуняхтахе провели научно-практическую конференцию «Борисовские чтения». Работали 3 секции – социально-экономические инициативы, законотворческие инициативы и жизнь и деятельность Афанасия Борисова. Всего участников около 50.
50 с лишним участников, и из них категория школьники, они все сегодня выступали дистанционно. Также взрослые принимали в основном очное участие, они пришли сюда. Ну и студенты, кто смог приехать, кто родом отсюда, они в основном очно выступали, и дистанционно тоже студенты. Секция «Социально-экономические инициативы» собрала большее количество участников. Одним из них является Михаил Исаков, студент 4-го курса исторического факультета СВФУ. У меня тема моего выступления была «Молодежь села. Вызовы и перспектива». Если кратко рассказать про проект, то я заключался о том, что нам необходимо повышать вот именно общественную активность нашей молодежи именно на селе, приучать их, обучать их, да, и в целом вовлекать их в нынешние проблемы и как-то услышать их. В своем выступлении Михаил Исаков предложил создавать при каждом главе поселения различные сообщества. Книжный клуб, совет предпринимателей, молодежный совет и проектный центр, где школьники и молодежь могли бы генерировать различные инициативы. Однодневная конференция завершилась. Лауреаты и номинанты получили свои призы. Все работы участников будут собраны в сборник, который опубликуют. Борисовские чтения будут проходить ежегодно. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.